Все, мы приехали в детский парк. Сейчас пойдем в планетарий. На парковочке вот припарковались. О, у вас почти уже снег растаял прям до самых дверей. Аня после планетария потом еще останется на воздушную гимнастику. О, на них там. Так, а мы выбрали время на 13:30. Вначале хотели на 16:00. Потом что-то у нас одному туда, другому туда. Вот. На самый ранний. Нет, самый ранний в 12, это уже второй. Сейчас одежду снимем. Вот он, расписание сеансов. Алик, 2 фильма, что ли? Есть не выбор. На 12. Мы идем на 13:30. 15, 16, 17, 3 увидела еще. 18. Без смс уже можно смотреть? Да. То есть надо без По будням. Я делала, может, что случается. Вторник и в четверг. А это по выходным. Мы приехали немножечко пораньше. Сколько сейчас время? 17 минут. 17 минут? А, ну, через 13 минут уже зайдем. В планетарии мы еще не были. Вот у нас сертификаты. Или без нас закидывать, нет? Держи. Раз. Аня. Илья. Мне. Там раньше библиотека была. А, ты прям помнишь? Ну, конечно, ты не помнишь, ну да. А, вот там библиотека. А, точно, да, я уже и забыла. Так, это мы поднимаемся уже на 3-й этаж. Ой, там все. Какая красота. Театр «Ровесник». Вы попригласите? Да. Хорошо. А, детская библиотека есть все-таки. Проходите, пожалуйста. А, все хорошо, спасибо. Ой, какая красота. Мы решили попробовать в центр сесть. Попробуй.
изначально находилось в газопылевом облаке. 74% его массы составлял водород. Другие типы атомов. Здесь представлена вся таблица Менделеева, от лития до урана. Но их суммарная масса не превышает и 2% общей массы светила. Астрономы доказали, что Солнце светит уже 4,5 миллиарда лет, и мощность его излучения постепенно нарастает. Под влиянием огромного давления, около 2 квадриллионов паскалей, и громадной температуры 15 миллионов градусов, в центре Солнца ядра атомов водорода, протоны, сливаются друг с другом и в ходе цепочки термоядерных реакций превращаются в ядра атомов гелия. На фоне сияющей фотосферы пятна кажутся темными. Фильтры таких телескопов не пропускают яркий свет фотосферы, тока, наведенного магнитной бурей. Мощная вспышка на Солнце может многократно усилить помехи в радиодиапазоне, ведь наше светило является источником сильного радиоизлучения. В 2003 году мощные радиопомехи на несколько минут вывели из строя систему глобального позиционирования GPS. Тогда, в начале нашего века, еще не было беспилотных автомобилей и спутниковых навигаторов на автомобилях, самолетах и судах. А что, если такая вспышка произойдет сегодня? Что, если отключится подача электроэнергии в большом городе, остановятся лифты и эскалаторы, выйдут из строя системы освещения, управления автомобилем, роботом, умным домом, самолетом, атомной электростанцией? Это может привести к катастрофе. 1 сентября 1859 года на Солнце произошло самое мощное за несколько столетий событие, которое привело к сильнейшей магнитной буре на Земле – человека. Наша цивилизация широко использует энергию, поступающую от Солнца. Чтобы максимально увеличить время регистрации частиц, которые хотелось обнаружить астрономам, спутник был запущен на сильно вытянутую эллиптическую орбиту с периодом обращения 8 суток. Сеансы связи с Землей проводятся на каждом витке, когда спутник находится на минимальном удалении от нас. Данные, полученные датчиками высоко- и низкоэнергичных частиц с помощью бортового передатчика, посылаются на Землю. На различных участках орбиты для связи с наземными станциями, находящимися в разных частях земного шара, используется одна из 2 установленных на космическом аппарате антенн. А микрофон считается кружку. Посмотрим. А сейчас Шарфик. Давай. Можно зарядиться.
Ждем. Ну, взять может, да? Да. Тройной чай. Анютка дождалась. Чего он розовый? А, там же малина. Надо. Там сироп малина. С малиной. Да. Так, Анюту оставляем. Вероника подошла. Ничего страшного. Все, мы пошли. Пока. Опа. Выходим. Ой. Так, оставим. Я, да.